Снаружи обычный, ничем не приметный ангар, изнутри словно улей. У всех, кто сегодня здесь, много работы, еще больше ответственности, по-настоящему командный дух. Десятки волонтеров разделились на секторы, кто-то занят сортировкой, другие упаковкой, остальные принимают груз гуманитарной помощи для Палестины. Мы заняты сбором именно продуктов питания, то есть мы собираем боксы для наших братьев и сестер из Палестины. Также вчера мы собирали постельные комплекты, комплекты для детей и медикаменты. А из еды люди чаще всего что приносят? Из еды приносят чечевицу, рис, подсолнечное масло, чаи, то есть все самое необходимое, то, что будет. То есть не скоропортящиеся? Да, не скоропортящиеся продукты, то, что будет долго держаться. Мы проверяем все даты изготовления, да, то есть можно какие-нибудь тушенки, что-нибудь такое, то, что дольше держится. С 9 утра до 20:00 волонтеры благотворительного фонда «Тешем» и клуба добрых людей по-настоящему творят милосердие. Жители нашей республики массово несут предметы из списка для гуманитарной помощи, а это значит ни минуты покоя. Многие пришли сюда семьями, как, например, Сахи Тумгоева со своим сыном Ибрагимом. Знаешь, кому отправляется гуманитарная помощь? Знаю. Кому? Палестинцам. Рад, что участвуешь в гуманитарной миссии? Да, рад. По одну сторону ангара волонтеры в спешном порядке сортируют продукты питания, по другую – дезинфицирующие средства гигиены, лекарства, одежду и многое другое. В своей зоне ответственности трудится и Екатерина Субботина, волонтер клуба добрых людей. Родом из Мурманска, переехала в Ингушетию 3 года назад. Девушка показывает нам все, что принесли люди и что они закупили сами на свои и на перечисленные средства граждан. У нас здесь инвалидные коляски, трости, костыли, ходунки для взрослых. Все, что необходимо для людей, которые получили очень сильные травмы. Дальше у нас канцелярию для игрушки для детей, чтобы порадовать наших братьев и сестер в Палестине. Здесь у нас сектор одежды, сбора одежды, обуви. Там у нас одеяло. Медицинский сектор вот здесь у нас. Здесь собирают все медикаменты, перевязочные материалы. А вот, например, только что к пункту сбора гуманитарной помощи подъехала машина с детской одеждой и обувью. Добродетеля зовут Магомед Салих Вельхиев. Об объявленной благотворительной акции он узнал из социальных сетей. Сначала говорить на телекамеру отказывался, стеснялся, мол, сделал лишь малое. Судачи, сей могур дивенусо. Бусу вечериш бадарял ждихар дарса. Шашт могуштей пар цар года долж. Материально ши годи эхтубачу до ахтани ждогвачж тахаджурлам за шашт могуштей пар до да. Клуб добрых людей и фонд «Тешем» проделали большую работу и по оказанию помощи пострадавшим в результате землетрясения в Турции и Сирии. Тогда во всех районах Ингушетии по поручению главы региона были открыты пункты приема гуманитарной помощи и собрано более 70 тонн груза. Вот и сейчас они приняли вызов, пришли на выручку. За 5 дней объявленной акции КДЛ и «Тешем» собрали более 14 миллионов рублей. Медикаменты – это на настоящий момент самое необходимое. Это перевязочные материалы, это материалы, которые используются при ожогах, при серьезных ранениях. Люди приносят совершенно разные, звонят, спрашивают. Многие аптеки пожертвовали в большом количестве медикаменты, которые необходимы для обработки ран. Мы хотим выразить огромную благодарность всем жителям республики, которые откликаются, приходят, помогают нам и на пункте, переводят денежные средства, приносят необходимые вещи. На самом деле вот эта беда, она объединила всех жителей республики, как я уже сказала, да, из других республик нам также звонят, предлагают свою помощь, что-то присылают, кто-то там посылками отправляет, кто-то просто поддерживает информационно, что тоже очень важно. Ежедневно по всему миру транслируется агрессия, направленная на сектор Газа. Несправедливость, обрушившаяся на жителей Палестины, уже заставляет задуматься даже самых заядлых скептиков. Однако официального бесчинства и притеснения сионистского режима пока готовы признать не все лидеры. И как следствие оказать помощь могут далеко не все граждане этого большого мира.
Пункты сбора гуманитарной помощи организованы по поручению главы Ингушетии Махмуда Али Калиматова. Как отметил руководитель субъекта, Россия в числе стран, оказывающих помощь жителям Палестины. Налажены и каналы для отправки. Гуманитарный груз будет передан египетскому Красному полумесяцу. Ранее бортами МЧС было доставлено на территорию Египта более 115 тонн груза. Адам Мережков, Сулейман Костоев. Новости 24.